Несмотря на прошедшие 79 лет, тема депортации остается одной из актуальнейших для ингушских ученых. Февраль 1944-го стал тяжелым испытанием для нашего народа, отмечает Лейла Арабханова. Высылка сильно подорвала социальную, экономическую и другие сферы развития ингушей. Материальная культура ингушей, почти полностью утраченная во время депортации и ссылки, восстанавливается по сей день с большим трудом. Исчезновение многих ремесленных профессий сделало невозможным полноценное восстановление большинства областей материальной культуры. После возвращения на родину в 1957 году ингушскому народу пришлось заново обустраивать свой быт и возрождать материальную и духовную культуру. Однако немало семей остались жить в Казахстане, обретя там второй дом. Как сегодня живется на казахской земле ингушской диаспоре, поделились наши земляки. Вспомнили рассказы старших, как выживали в тяжелых условиях в первые годы депортации. Главное, что помогло нашему народу выжить и остаться тем, кто он есть, наверное, это фундамент всего. Это эздел наш. Это свод написанных моральных, этических правил поведения ингушей, который охватывает все сферы любого члена общества. Сначала местное население встретило наших земляков настороженно, рассказывает Салман Героев. Ему было 5, когда его выслали с семьей. Но спустя немного времени, узнав их лучше, казахи начали протягивать депортированным руку помощи. Казахское население поняло, что ингуши такие же мусульмане, совершают намаз, читают Коран, и отношение в корне изменилось. И надо сказать, что местное казахское население сочувственно относилось к ингушам. Они от своего имени писали письма родственникам в поисках родных ингушских семей. Главной проблемой отсутствия взаимопонимания с местными был языковой барьер. Многие из депортированных ингушей и живущих там казахов не знали русского языка. Об этом можно судить из истории семьи Тамары Яндиевой. Ее старшему научному сотруднику НИИ рассказала бабушка, которая тоже на долгие годы лишилась родины. Казахи, которые жили в этом совхозе, они, говорит, утром начали выходить потихонечку, когда они поняли, что, говорит, в основном привезенные это старики, женщины, дети. Они их начали потихоньку забирать. Говорит, и получилась такая история интересная. Говорит, мы, говорит, забираем своих детей к себе, тянем, а казахи к себе тянут. Язык-то они не знают, ни те, ни другие. Они, говорит, думали, что мы думали, говорит, что они хотят наших детей забрать, а они хотели просто их забрать в дом, согреть, теплом, какой-то уют им создать. Из 13 человек в семье, выселенных во время депортации, на родину вернулась только бабушка, вспоминает внучка. С казахским народом у семьи Яндиевых сложились не только дружеские, но и родственные связи. Еще бабушкина сестра была жива, но она была замужем за казахом, так как она во время переселения затерялась, девочка в 11 лет, приютила ее казашка, бабушка. Она ее воспитала, вырастила, и уже когда ей было 18 лет, и она выдала замуж ее за своего сына. Как ни странно, судьба сложилась. И сегодня мы имеем очень близкие, тесные и родственные контакты с семьей, казахской семьей, то есть у которых была мама ингушка, отец казах, и они к нам приезжают очень часто. Сейчас в Казахстане живут более 20 тысяч представителей ингушского народа. Главная цель, которую ставит перед собой старшее поколение ингушей, проживающих там, это не дать забыть подрастающему поколению об истории своего народа. Ежегодно в 23 февраля в местных школах устраивают вечера памяти и раздают сало. Сотрудники НИИ не раз выезжали к нашим соотечественникам в Казахстан. Из архивов музеев они привезли более 100 личных дел, где отражена жизнь наших земляков на протяжении 13 лет, проведенных на чужбине. Совсем скоро их кропотливая работа, где затронуты все сферы развития народа в то непростое время, а также биографии и истории жизни спецпереселенцев найдут свое отражение в сборнике. Депортация стала непростым испытанием для наших родных и близких. В этой главе истории еще много неизвестных страниц. Сотрудники НИИ намерены продолжить исследовательскую работу в различных архивах Казахстана, изучить все, что связано с депортацией нашего народа. Дана Плеева, Асхаб Белакиев, Новости 24.